чоловіка складається, можна сказати, з трьох вимірень, з минулого, з настоящего, з актуального, у тим часі, який він знаходиться, і так само з будущого. І це всі три етапи існування, виконання чоловіка вельми істотні. И сегодня я хотел бы с вами поразважать в День задушный именно про той этап минулого, потому что есть проблемы. Есть проблемы в том, что час безбожный, атеистичный, и мы все с вами пережили. 80%, 90% присутных среди нас мы прожили этот безбожный час атеизма. И нам вырвали самое истотное – духовность. Вымирание духовное. Нас погрузили в часе материальном, в часе теперешнем. А як не брать под увагу минулое? Вот одно целое. А коли нема духовности, то минулое не имеет сенсу. Вот поразважайте логично. Коли есть только материя, коли нема духа, нема души бессмертной, то на что нам про минулое разважать? Что память только? Нет. Человек это минулое, теперешнее и будущее. Мы на образ Божий створені. Так ось проблема в том, что мы многие речи из минулого не разумеем и не позакрывавши их властиво, не компенсировавши того зла, которое иснует в наших семьях, среди наших близких. Мы же сами не видим, откуда у нас проблемы берутся, особливо духовные, и надеваются так само на физиологические. Хворобы разные, генетичные хворобы, которые массово сегодня вылазят, и медицина вроде бы начинает их лечить, але не ведает истоков, откуда проблемы. Все важно у человека. Когда мы не примем минулого властиво и зрело, когда не сделаем с ним порядок, то мы не разумеем, что происходит с нами сегодня, а уже не кажется про то, что будет далее, у будущих поколениях. А в чем сегодня я хочу с вами разважать о двух речах, которые уже на попередних годах уже разважали с вами. Тема пробачения нашим померам. Я уже задавал вам это питание. И сегодня еще раз. Как бы собены вот сказали, те наши близкие померли, они зникли, те нет? Нет, это есть. Я не требую все іншим виміренням, до душа не бессмертна. А коли они есть, то значит, поміж нами и ими есть абсолютная связь. Мы живем в материальном свете, и мы, то, что больше не бачит, это не значит, что этого нема. Вот эта совесть поміж нами и им я накрываю. Мало того, эта совесть скрывает далеко поколениями целыми. 3, 4, 5, 10, это целое поколение. Мы в небе, я вам колись сказал, в гостеве на проповеди, что мы в небе познаем всех своих дедушку, бабушку. Все, кто знает. Кто с нашего древца нелогично вышел, кровка некого там далеко, где-то. Для нас это вроде не цікаво, это не важно. Так вот, о чем хочу сегодня начать разложать, о том, что час безбожный, в котором жили наши деды и прадеды, и которые помирали в таком часе. Например, особливо это дотычит наших батьков, это среднее поколение, которые померли в 60-70 годов, как раз в советский час. Многие из них жили без Бога. А это не только их дотычить, это так само дотычить всех продков, которые жили альбо с Богом, альбо без Бога. Альбо поклонялись Богу, альбо грешили, альбо робили добро, альбо зло. И теперь питание, последствия, наступства их життя, которое они проводили. То, что они наследство нам оставили, у духовном вымирании, у моральном вымирании. Якое наслідство нам батьки покинули. Модель виховання, модель життя, наприклад, многих з нас абсолютно відбивається на моделі наших предків. Як жив дід, часами так жив внук. Копія, викопаний внук, не только внешне генетично, але його незаховання, його жести, його усмішки, навіть нервозність. Кажуть, а ти такий нервовий, як твій дід.
и так далее. Вот, то есть некая існує связь. Так ось питання о тим, что в духовном вымирении потребна экспиация. Что такое экспиация? Это значит направление крыльев, которые зародили наши предки, наши деды, прадеды, и за которые не покаялись. Чему Божий Сын помер на крыже и взял на себе грех всех людей? Иисус помирал 2000 лет назад. Сколько жило поколений до Его? Тысячи, миллионов. Нет? Сколько после Его? Так само. И неведомо до конца света еще сколько будет людей жить. А Иисус взял на себе проклятие греху всех людей, всех поколений. Что это значит? Что в духовном примирении часу нема. Это сегодня Господь помирает так само, как 2000 лет назад. И Он спасает нас и сегодня, и наступное поколение. Бог действует над временем, над часом. Мы живем в часе. Бог действует над часом. Простый приклад приведу, о чем хочу говорить. Например, батька ходил в вторую школу, глубокий, например. Вторую школу. Был хорошим учнем, только позитив. За ним тянулись. То есть биография папы, например, там, Петрова Василия Николаевича, да, только плюс. У него родился сын. Пошел так само в школу номер 2. Все с объятиями этого сына, понимаете? Это же сын этого, нет? Такие люди хорошие, все, да. И он после себя покинул абсолютно позитивную не только характеристику, а и наступствие. И он на Олимпиады ездил, и он шмат добра сделал. То есть за ним тянется некая моральная пригожность, свет, за ним добро. А, например, там Юзеф Васильевич, там, например, не был безобразен. Пил, гулял, прогуливал уроки, все и так далее. Родился его сын, и спросили, пришли на 1 сентября в школу, а чей это сын? О, знаем мы его батьку. Что с этим сыном будет поглядеть. То есть, некие наступства тянутся за этим человеком, не только у характеристики внешней, а морально за ним тянется некое альбо зло, альбо добро. А в духовном вымирении это не важно. Что посеешь, что пожнешь. Глеба нашего сердца, да, наша душа, это то, на что Господь сеет Слово Божие, и то, что выдает плен. Если там беспорядок, еще один приклад привожу, если там беспорядок на этом поле, на этом сердце, то там взрастить пшеницу вельми тяжко. Добро взрастить там вельми тяжко. Я вам зачитаю зараз приклади, потім нав'яжу ще раз до того, що хочу вам сказати, коли аж дошло. Есть приклад з книги Нехемії у Старому Заповіті. Коли Нехемія хотів відбудовувати мури Єрусалима, бо були у Израиля такие часы, что все было хорошо, они набожно слушали Господа и так далее. А вельми часто они заходили с Божьего шляха, здрадживали Богу и шли поклонялись идолам, вели неморальное життя и стягивали на себе кару Божью. И вот есть момент, когда Нехемія хотел отбудовать мури Иерусалима, и он зрозумел, что треба покаяться за грехи предков, за то, что их батьки жили неправильно. И послухайте, як він пригожо молився. У 24-й день этого месяца собрались израильцы в час посту у зребницах и посыпанными попелом головами. И отделились поколение Израиля от всякого чужинца. И поднялись и вызнали все грехи свои и провинности своих батьков. Перепрошали Бога за грехи своих батьков. Але яны, и молятся, яны, батьки наши, тримали себе погордливо и затвердили их карки и не слухали приказания Твоих, Господи. И не захотели они слухать, и не памятали чудов Твоих, які очинил Ты им, и затвердили их карки, и нахилили голову свою, как вернуться в Египет, у свою неволю.
але Ты Бог ласкавый, спогадливый, милосердный, терпеливый до великой литости, и Ты не отвернулся от них. И начинили покаяние за грехи их батьков, как распочать новый этап жизни. Они покаялись, это Бог благословил их сегодня. Бо характеристика, моральность их батьков была брудной и немилой в очах Божьих. И все наступства греховные тяжарили над Израилем. Дух зла пановал над сердцем и сведомостью этих людей. Мы не повинны забывать, что в духовном вымирении, кроме Божьего Духа и Божьей ласки, есть злый Дух, который раз греховность сидит просто в роду и тримає всех вот так. І ще один текст зачитаю. Так само у книгі Ездри, коли хотіли ізраїльтяни знову ж подчас реформи відбудувати святиню Божию, перед тим, як почали будувати храм, так само почали каятися за грехи своїх предків. І молився так: Боже мой, соромлюся и не отваживаюся поднять твар мой до Тебе, во провинности наши поднялись выше за головы. Наши и злочинства наши узросли аж до неба. От часов батьков наших, это очень важно, от часов батьков наших грошили мы тяжко, аж до этого дня. И деля проступков наших мы сами и цари наши, и святари наши, отдадены в руки царов этих землю. То есть мы попали в неволю язычников не просто так. Наши батьки народили зелот, и мы так же жили. И теперь, Боже наш, что можем мы сказать после этого? Занедбанними приказаний Твоє, які Ти загадав про спослухачов Твоїх, пророков этими словами: земля, у якую вы входите, как оволода сию, есть земля нечистая, деля нечистости народов этой земли, деля гидности тых, які наполнили от краю до краю распустностью. И по всем этим, что пришло на нас, деля наибольших наших учинков, и деля злочинства нашего великого, Ты, Боже наш, не осудил нас поводу наших провинностей, и дал нам избавление, якое мы маем сегодня. Господи Боже Израиля, дякуючи литости Твоей, мы дожили до этого дня. Это тексты, которые я показываю вам, важные в том, как мы умели и чули эту потребу и разумение, как важно покаяться за грехи батьков, просить Бога пробачения за их неправильное житие и вымаливать их души с чистилища. На вот что мы допоминки пишем, на вот что святые имши за души чистцов отправляют. Вельми важно доследовать минулое ваших батьков, дедов, як они жили. Многие из нас, отримавших дедов и прадедов, например, веру в Бога, дякуючи тому стоїть сьогодні, як люди віруючи на могилках, бо маса людей ходить на могилках, вообще небольшое внимание не говорит. А, пришли, вот, где-нибудь памятную свечку поставили, покурили на кладбище и поехали. Вера. Вот то, что мы унаследовали от наших батьков, и благословенство Божие, потому что у нас в голове нечто есть, в нашем сердце. Масса людей этого не понимает. Почему? Бо дух безбожности, дух недоверства, дух атеизма, коммунизма и всякой безбожности далее сидит в головах и сердцах этого поколения, потому что не было покаяния, не было. Зачем, вы думаете, я уже второй год у ворот запрашаю вас молиться? Что надо делать? То, что в Библии показано нам, надо каяться за грехи наших батьков, что они жили неправильно, что руйновали костел, что забивали христиан, святоров уничтожали, монахинь и так далее. Кто за это просил прощения? Никто. Поэтому безбожность в Республике Беларусь далее тянется. С поколения в поколение. Сегодня говорится про некий процент верующих людей. Покажите мне в Беларуси верующих людей.
это единицы. Это единицы. И дух злый, дух безбожный далее пребывает, потому что нет покаяния. Нема экспиации, нема перепрошения, нема молитвы. Мы Богу люди этого не разумеем. Насколько это важно. Я как буду давать авторитет сыну, вот этому, про которого я на початку проповеди вам рассказывал, того же Васьки, который был безалаберный и так далее, только собственным авторитетом, только собственной доброй моральной жизнью, чтобы отбудовать авторитет настолько, Васька был безалаберный, а вот сын, он все исправил. Сын все исправил. Мало того, поднял авторитет Васьки и сказал: извините, мой Васька ошибался. Он был прав, он Бога не знал. Пускай мое имя будет написано добрыми литерами в школе. Я за Ваську прошу прощения. Кто за это? А перед Богом это вельми важно. Душа непокаянная, чистилище, не выйдет в Царство Божие, покуль не будет вот этой экспиации, перепрошения, покуль не будет допомоги ему. Бо душа чистилище сама себе ничего родить не может. Все, их заслуги закончены, так учить костер. Поэтому, мои дорогие, мы не только повинны прийти на могилки, да, мы должны вспомнить конкретно в чем и за что надо Бога просить прощения в жизни моей батьки, мати и так далее. Две вещи надо робить. Просить Бога прощения за грехи их, чтобы их помогли выйти из чистилища. И второй момент – это мое прощение. Батьку, мати, деду, прадеду. Если прадед убил ни одного человека, будучи бандеровцем, например, какой-то в часе Сусветной войны, бандеровцем был, там, неким там злодеем, там, крабом, убивал, и ты узнаешь про это. И он же где находится? Если есть момент Божий милосердный Отец, Бог не отправляя сразу первого безбожника в пекло, это неправда. Бог дает шанс каждому, поэтому чистилище есть. Справедливость и милосердность Божия это потребует. И справедливость абсолютно требует все поставить на свои места. Подумайте по логике человеческой, правильно это или неправильно? Как вы думаете? Я думаю, что это правильно. Надо поставить все на свои места. Все это выправить надо. И поэтому, мои хорошие, вспоминайте, не бойтесь минулого, а и вспоминайте, кайтесь, просите Бога пробачения, заказывайте інших за своих предков, просите пробачения за то, за грех, альбо інше, так что вспомните. Дух Божий вам подскажет, Святый Дух вам подскажет. Масса проблем, нервозности, злости, хворобы физические. Хворобы – это причина того, что зло сидит в моем роду. Кто открыл проблему генетических болезней, заболеваний? Да никто. Да никто. А я сейчас вам прочитаю приклад. Настолько пробачение, про которое я вам постоянно говорю. Постоянно. И пока буду с вами глубоко буду говорить. Пока Бог даст силы и язык. Насколько оно важно для умерших и для здорового человека, живущего тут, сегодня, для самого человека. И он, человек, который не зашел никуда. И он потребует пробачения. И ты потребуешь пробачения, чтобы быть здоровым. Я вам прочитаю приклад из книги отца Джеймса. Но прочитаю я быстренько просто приведу приклад. Одна женщина попросила отца Джеймса, как помолиться об оздоровлении с двух хвороб. Хвороба скуры, которая была в неких страшных плямах непонятных, аллергия, не ведаю, так что, да, и астмы. Две хворобы имела женщина. И она сказала, что эти хворобы являются наследством проклятия батьки, который был алкоголиком, вел неморальное житье. Я пытался, причем батька и ты.
Когда она была маленькой, ее батька пришел полностью пьяный, вне сознанки, до нее в спальню и хотел ее изнасиловать. И она, конечно, упиралась и так далее, бунтовалась. Батька пьяный, себя под алкогольным чумом, не? Сказал такие слова: «Нехай твое тело покрыется ранами, станет брыдким, а ты помрешь по причине удушья». Родный батька проклял дочку. Пьяный, кумарит. После этого инцидента девчина расхворилась. Там температура, ей тошнило и так далее, и так далее. Потом проявилась разлитый частого астмы. Когда она пришла до отца Джеймса помолиться, отец Джеймс каже: «Дитя моє, важную речь ты повинна сделать, пробачить отцу». Такие вещи простить, это же невозможно. Так работает наше мышление. И она со слезами в очах и сердцем, наполненным горьким гневом, сказала: «Я не могу пробачить этому дьяволу, который хотел позбавить меня не только девичества, а и хотел просто знищить». Отец Джеймс наклал на ее руки и просил Иисуса, как дал Святого Духа, как одарил ей своей лаской, как она выглашена по мирному тату, вот так погиб не своей смертью. Тем же бы не жил. Она не могла этого сделать, потому отец Джеймс встал на колени и от имя Таты просил ее: «Моя дочка, я дьявол, але я был алкоголик, я был пьяный, я не разумел, что я роблю, я не разумел, где есть моя жонка, где моя дочка. Але ты, моя кровная совесть, я являюсь твоим татом и прошу тебе, мое дитя, даруй мне и полюби меня». Отец Джеймс от имени Таты начал просить ее прощения. І раптовно вона вибухла сльозьми і крикнула: «Тата, я пробачаю тебе, ты мой батька, и я тебя люблю». От этого момента Бог дал этой девчине ласку пробачения в души батька, не Божий. Отец Джеймс молился за эту девчину, снял это проклятие. И когда она пошла до лекаря, девчина была полностью оздоровлена, полностью. Не было астмы, а скура на ее теле была абсолютно чистая. И как это работает? О нем Габриэль сказал Марии подчас звествования: «У Бога нема речи немагчимых». И это очень важно. Это опыт святого, который молится за людей с открытым щирым сердцем и глубоко разгружает Библию. Поэтому я с вами делюсь, мои дорогие, и вы знаете, что я щиро с вами делюсь. Я колись вам свой собственный приклад, як я пробачав своему тату, рассказывал, мои парфяне об этом знаете. Камень с души упал. В голове моей другое мышление, в сердце моей другая любовь. Это работает. Это работает. С померными нашими абсолютная связь. Теперь у негативных думают, чему эти ведьмы всякие, ведьмы, бабки, шапушки, тогдатушки, и всякие колдуны и ворожки, чему они духов вызывают, а? Только они використовують это на проклятие. Они використовують это на зло для детей, для внуков, для інших. И каждая
каждая женщина, которая, я вам уже сказал неоднократно, которая поведет своих детей до такой бабки и горошки, дети будут иметь огромные проблемы, если за это не покаяться и не просить Бога прощения. Это очень серьезная речь. Вельми серьезная речь. Я ніколи не мог зрозуміти, чому наприклад, у моїм поколенні дед, прадед, там еще кто-то, да, помирали преждевременной смертью, и в основном 80% от алкоголя. Один за один. А что общего в этом? Это работает. Удобрым вымерение и узлы. Господь сказал Израилю: выбирай два шляхи. Жизнь и смерть. Что выберешь, будешь иметь. Поэтому день задушный, моя хорошая, это не просто, знаете, мы пришли в хорошую погоду, свечку поставили, помолились, там свечку пустили, там вспоминал я там было когда-то. Это нет, это серьезная работа, которую мы повинны робить с нашими родками, нашими близкими. Славить Бога и дякувати за тих добрых моих дедов и прадедов, которые жили правильно, которые, дякуючи которым над моей семьей благословенство Божие открывая наступное уже поколение. Але коли там столько зла было, то за это треба прошать Бога, за это треба каяться. Бог прорвал это зло. Бог прорвал это зло, и на наступных поколениях было только Божие благословенство. Это работает. Божье выбирание. Поэтому вот такие разважания я сегодня с вами чиню, мои дорогие, подчас нашей молитвы. И то, что мы робим. Что мы робим в часе мши? Ненавидно это робим. Я прошу Бога, как даровал все грехи, помилуй тут споживающих, да, наших родков и так далее, как кровь Иисуса обмыла их души, чтобы мы помогли им раскаяться и выправить то, что можно, мы им несем туда поможем. И как принести Божие благословенство на наступное поколение. Все это работает. Думайте, разважайте, пытайтесь, молитесь, и Господь вам много лучше покажет. С верой в это чините. Аминь.